Всем большой привет с лесной избы. На календаре у нас сегодня уже 17 мая, 12:47. Мы уже где-то час назад проснулись. Поставили греться завтрак. Вот он греется. Рыбу мы сегодня уже почистили. Немножко подсолили. И, наверное, сегодня вечером из голов и хвостов и плотвы сделаем жареху, а серединку пусть подсолится, потом попробуем малосолочкой. В общем, совмещаем полезное с приятным. Пока греется завтрак, вот у нас идет полным ходом работа на канале. С собой взял и ноутбук. Нашел вот шилохвость. Эти кадры вы уже немножко опоздал. посмотрели. Воронью уже Эти кадры я буду монтировать здесь в избе, если время будет. Я сразу как бы стараюсь перекидывать в ноутбук, чтобы с одной стороны карту памяти освободить на GoPro, и с другой стороны дома меньше времени надо будет заниматься монтажом. Если успею, здесь монтирую. Для этого все у меня здесь есть. Вот титанат, аккумулятор и инвертор, который преобразовывает на 220. И с помощью вот этих, так сказать, приборов у меня здесь 220 вольт, и можно работать прямо в избушке. Только что поговорил с Толиком Доскалевым, пообщались, поговорили. Огромное тебе большое спасибо за денежный перевод. Поддерживает меня, мой канал. Уже второй раз отправляет хорошенькую сумму такую. Огромное тебе за это спасибо, Толик. Толик, для информации, проживает в Катаре. И, конечно, сейчас мы пообщались, и как-то не то чтобы интересно, а, в общем, интересно было узнать то, что, оказывается, арабы тоже смотрят мой канал, канал Коми Рыбак. Это те люди, которые никогда не видели снега, и им, оказывается, очень интересно. Вот даже для нас это как бы обыденно, то, что вот снег, избушка, лед, мерзнем, нету тепла. Сейчас вот тоже вот плюс 3 градуса всего. Ночью было где-то 0,5 даже минуса. Но это минус для нас как бы привычно, а для них как бы это даже дико и интересно. Говорит, они хотели бы даже, возможно, и приехать, посмотреть снег, пожить в наших условиях. Ну, почему бы нет, да ради бога. Хоть с Катара, хоть с экватора, хоть... Нам снега, как говорится, не жалко. Приглашают туда, но я говорю, Толик, летом у нас работа, зимой. Зимой, в принципе, можно согреться, но где Катар, а где мы? Я как бы очень тяжелый на подъем. Не знаю, соберусь ли я когда-то, как бы... Не буду говорить ничего заранее. Может быть, когда-нибудь, возможно. Ну, пока никак. Пока у меня очень много работы. Все мероприятия, связанные с отдыхом, скажем так, это только зимой. Вот вы даже помните, даже в санаторий ездил в январе. Где-то до середины декабря у меня первый лед. Тоже как бы хочется порыбачить. Там с середины января до Нового года, там Новый год, потом новогодние праздники, Рождество у Геннадия Мелкого, Генки, у меня день рождения. И где-то вот, грубо говоря, с середины января до начала февраля, ну до середины февраля, вот этот месяц, да, он как бы глухозимие, вот тогда можно как бы отдохнуть. А если я правильно понимаю, Катар это та республика, что там круглый год лето. Не знаю, может быть когда-нибудь. А пока у нас что? У нас простые босяцкие условия. Греется завтрак. Скоро будем завтракать, позавтракаем. Почистим еще, приготовим пару сеточек, может быть, добавлю.
Озеро, так думаю, сегодня открылось немного больше. Нужно переставить с места на место там поглубже где-то. Ну, там видно, будет видно, в общем. Все как обычно. Сегодня у нас крайняя вечерка. Вечерка, утрянка. Завтра у меня рабочий день. Как бы планы поставил, что вечерку, утрянку нахожусь там в палатке. Прихожу в избу чуть пораньше, где-то часика 3-4, но пока сетки тряхану туда-сюда. Часика 4. Пару часов отдохну и в дальний рейс. В дальний рейс, в дальний рейс, в дальний рейс. Вот. А потом съездим домой, отвезем кое-чего, уже потихоньку начинаем вывозить. И в воскресенье, послезавтра заезжаем по новой. Вот такие вот планы построены. Все, садимся завтракать. Чавкать на камеру не будем. Сами с собой будем кушать. Все, друзья, увидимся. Всем доброго вечера. Пришло время ужинать. И как я и говорил утром, ужинать мы сегодня будем той вкусняшкой, которую поймали сегодня утром. Вот, уже, в общем, расклад такой. Утром я почистил рыбу, посолил. 2 щуки, 1 плотва. Сейчас достал, отрезал 2 хвостика, 2 головы и плотвичку. Все это промыл. Утром я это подсолил. Ну так, без фанатизма, ну нормально подсолил. Сейчас я это все промыл. Это оставил солененькую. Сделал книжку, разрезал вдоль хребта полностью. Это просаливается. Это уже завтра будет вкусняшечка. Просто изумительная малосолочка. Ну, нормально соленая будет. А это вот мы сейчас будем жарить. Здесь у нас уже есть жареная картошка. После жарки рыбы мы это тоже... Ну, в общем, все по порядку. Я, чайники вскипятил, термоса залил. После жарки сейчас докипятим 2 чайника, поставим на печку, поужинаем и идем на всю ночь в шалаш. Это уже 100%, потому что на улице моросит дождь. Ночью сюда из-за 1,5 часа идти сюда не будем. Будем сидеть в шалаше до утра. Так что выйдем чуть-чуть позже. И часиков до 3 мы будем там. Ну все, сковородка, я так думаю, нагрелась. Поехали. Ничего сложного в этом нет. Все. Обычно мы, конечно, рыбу жарим. Масла не жалеем. Можно еще добавить. И главное, чтобы не загорелось. Обычно мы рыбу жарим, свежую рыбу. Перемешиваем муку с солью. Обваливаем это все в муке. В соленой муке. И делаем зажарку. Так. Ух ты. Масло действительно не пожалели. Лишь бы сейчас не загореться. А то открытый огонь нежелательно. Надо бы, конечно, на углях, но... Ладно. Лучше не будем рисковать. Лучше все это сделаем здесь. Разницы никакой. А то сейчас еще загореться масла не хватало. Так. Вот немного муки. Надеюсь, видно. Так. Давно у нас дождя не было. Опять полил дождь. И так вот. Так. Немного подогреем. Ладно. Просто берем рыбу и просто обваливаем в муке. Самое вкусное это, конечно, будет поджаренный хвостик. Так, видно, да? Надеюсь. Можно вовнутрь тоже сыпануть
Хуже не будет. Все. Одна рыбка готова. Вот так вот. Вот такой вот пирожочек. Так. Хвостики. Хвостики тоже будут хрум-хрум-хрум. Муку не жалеем. Вот у нас типа рыбника даже будет. Наконец-то озеро открылось. Можно хоть чем-то позаниматься. Не охотой, так рыбалкой, готовкой. А то мороз, блин, все обломал в этом году. 2 недели мороза. Вместо долгожданной весновки получилось поездки тудым-сюдым, тудым-сюдым. Так, у нас что, влезет? Неужели не влезет? Ладно, как-то запихаем. Так. Внутри тоже посыпемся, чтобы это все хорошенько прожарилось. Рыбка у нас с утра подсолилась. Так, подвиньте. Все, как раз все будет хорошо. Почему хвосты и голову? Потому что если их есть соленым, очень много выкидывается. А в жареном виде съедается все. Даже хрящики вот эти, то, что в голове, все съедается. Ну все, поехали. Вот так вот. Скоро будет вкусняшка. Поджарим с одной стороны, поджарим с другой. И потом туда еще бахнем картошечки. Или выложим сначала рыбу. Наверное, да. Выложим рыбу. Вот сюда. Сейчас это дело сполоснем. И туда картошечки бахнем. Эта тарелка еще у моей бабушки. Бабушка у меня была 1917 года рождения. Она говорила, что этим тарелкам, когда еще жива была, она умерла у меня в 1994 году. Ну, тут год не написан. Она говорила, что уже 100 лет этим тарелкам, тогда, когда жила, больше 100 лет. Так что она потрескалась, конечно, немножко уже. Я в память о бабуле храню вот эту тарелочку. Таких несколько всяких разных. Где-то грибочки, где-то цветочки. Их у меня штук, наверное, 7-8 осталось еще. Так. Ну вот, пошел процесс. Красотень. Все, сейчас хорошенько это все у нас прожарится. Да, обычно мы тут на весновке Ромка, Володя, я приготовим что-то вкусняшку какую-то. Стол этот новый на старом столе. Есть ролик, тут вот разложились. Тепло. Не помню, то ли 9 мая было, но где-то начало мая было. Жара, мы чуть ли не в футболках. Комары летают. Кушаем, закусываем. Сижу в шалаше, свежий воздух повсюду, счастливый и гордый.
я вырваться смог. И рад бесконечно. И будет что вспомнить. И как же мой лес. Мне с тобой хорошо. Ну и могу и попробую еще, наверное, одну, да? Давай. Еще одно стихотворение. Лил сильный дождь в осенний теплый вечер, а утром появилась в тучах брешь. Пробился лучик солнца яркий и задышал. Проснулся шумный лес. На берегу реки действительно красиво. Роса покрыла влагой все луга. И кажется, что вижу это все впервые. Не замечал такого раньше никогда. Блестели капли, на листве качаясь, как будто серебром окутали весь луг. А запах луговых цветов меня дурманил. И легкий ветерок шумел вдоль берегов. У меня еще много таких стихотворений. Может быть, когда-то Мы их расскажем. мы их когда-то Ты расскажем. забыл сказать, где рождались эти стихотворения? В избушке, в шалаше? Где Нет, именно? стихотворения рождались на моей любимой работе. На работе. На работе. Но благодаря воспоминаниям, которые были здесь, правильно? Да, благодаря воспоминаниям, которые я провожу в лесу. Ну как, нормально? Я думаю, душевно, от души человек на работе что вспоминает? То, что уже как бы немного прошло, немного вернуть нельзя, и в ожидании того, что это опять вернется на следующий сезон. Лично у меня так. И у людей сложится сомнение, скажут, что у него за работа такая. Что стихи писать можно, да? Ну давайте, молодцы. Собрались, будем охотиться За открытие охоты. за открытие. 10 дней счастья. Самое лучшее время в году. Правильно? Да, резкая, Это- экспрессивная. Многие, конечно, дискутируют, что весенняя охота так, что вы с голоду мрете, там, бьете, не дождитесь вы осени. Осенью тоже будет охота, а осенние краски тоже красивы. Но весенняя природа, когда пробуждается, вот это все такое, и весенняя охота, ну, понимают только охотники. Многим, конечно, непонятно, ну что. Это уж совсем другая история. Тихо. Вот, это кто? Гусь? Нет, ворон. Я уже думал, гусь летит. Черный ворон. Что ж ты вьешься над моею головой? Ты добычи не дождешься. Черный ворон, я не твой. Ты добычи не дождешься. Черный ворон, я не твой. И, пользуясь случаем, на пасашок, как говорится, еще расскажем маленькое стихотворение. Это было написано где-то 2-3 года назад. Больше. 3-4 года назад. Речь идет о моей собаке. Я держу западносибирских лаек. Нравятся они мне. Я с ними в лес хожу, живу, охочусь, везде беру. Мне с ними нравится. У меня она была беременна. И у меня появились такие строчки. Казалось бы, обычный день и повседневная рутина. Работа, дом, обычные дела. Но в этот день случилось чудо. Моя собака Юта родила. О, сколько радости, эмоций, и сердце сильно бьется так в груди. Моя собака стала мамой. И начинаются веселые деньки. Всего хорошего. Отдыхаем, выходим с кратки. Утка летит, сеточки поставили, рыба идет. Все четко, все здорово, блин. А в этом году все обломало. Ну, ничего, у нас, можно так сказать, еще есть сегодняшний вечер, завтрашняя утрянка. Съездим, отработаем. И, я так думаю, следующая неделя. И, наверное, все.
придется сворачиваться, потому что уже, во-первых, и снег, я так думаю, должен растаять, там идет хорошее потепление. Потом вывозить это все по земле тоже не ахти будет урагану, хотя он уже вывозил это все. Ну и нас ждут впереди продольники, рыбалка на продольнике возле деревни. И начинается трудовое лето. Это подготовка огородов к спашке, навоз, тудым-сюдым, заборчики где-то, столбики поменять, спахать, посадить картошку. Ну, в общем, трудовое лето впереди. Так что у нас еще одна неделя, так скажем, отдыха на природе. И далее будем трудиться, работать. Так. Одна сторона поджарилась. Можно поворачивать. Так. Попробуем полностью это перевернуть, что ли? Нет? Не получится. Вот, почти готово. Еще немножко поджарим в другую сторону. Вот такая вот поджаристая у нас рыбка получилась. Если честно, я готовить вообще не люблю, потому что мне в свое время очень много пришлось готовить, потому что в 90-е у меня мама заболела очень сильно, как бы неудачная операция была на щитовидную железу, и удалили, в общем, вместо части полностью у нее удалили щитовидную железу, и она, ну, не могла она ни готовить, ничего, и мне приходилось доить 2 коровы, печь хлеб в 90-е, готовить обеды, ужины, мы с отцом вот жили. И это все как бы 2 коровы, представляете, кто держит скотину, это и сенокосы, и навоз, и вода, это все вручную таскалось. В общем, в свое время это 2 коровы, 2 годовалых, считай, и 2 маленьких. 6 голов крупнорогатого скота держали в 90-е. Сажали до 50 ведер картошки. Я думаю, вы это представляете, сколько это все трудов. И мы пахали с утра до ночи круглый год. И плюс к тому же еще и доставалось и готовить еду, и мыть посуду, перебираться дома. Все это я прошел. И с тех пор я готовить вообще не люблю. У меня Валентина Васильевна кормит вкусняшками дома. А так в лесу иногда нет-нет, да бывает. Как вот сегодня, скажем. Ну, пожалуй, и все. Сейчас мы эту рыбку убираем в тарелочку. В этом же масле поджариваем жареную уже картошку. И ужин у нас готов. Все.
готово. Вот такая вот у нас сегодня вкусняшечка получилась. Кто-то голову выкидывает, я не знаю. Щучья голова и щучий хвост, вот это особенно хрустящие, плавники хрустящие. Это редкостный деликатес вообще. Никогда не выкидываю щучьи головы. А некоторые смотришь, чистят рыбу и голову выкидывают сразу. Даже не собакам, а вообще в сторону. Это кощунство, я считаю. Это все будет сейчас очень вкусно. Так, всю картошку не съем. Поджарим столько, сколько мы съедим. Это и то много. Это оставим на потом. Ну все, последний штрих. Подогреваем картошку. И ужин готов. Рыбалка, зимняя рыбалка. О, вкусняшечка. А раз вкусняшечка. Так, ну что, чайники скипятим. И потом так, ну что, давайте отведаем наши вкусняшечки. Все готово, друзья. Рыбацкий напиток своими руками. Рыба поймана своими руками. Картошка выращена своими руками. Все свое, только вот хлеб покупной. Остальное все сделано и все поймано своими руками. Так. Ну давайте поднимем бокалы. Скоро идти в шалаш. Предстоит холодная длинная ночь. И дай бог, чтобы все получилось лучше, чем вчера. И главное, чтобы каждый день был лучше, чем вчера. Вот это я сказал. Будьте здоровы. Так, ну что, давайте попробуем. Соль в норме. Я боялся, что будет пересол. Вкусно. По-другому и быть не может. Самое вкусное вот эти хрустящие хвостики. Супер. Вот так вот берешь щучий хвост. Так. Начало темнеть уж, что ли? Ну да. Солнце вот уж село. А смысла нету раньше ходить. Потому что вот возле избы находился, ни одного перелета не было. Утка начинает летать тогда, когда уже практически темно. Ночью летит немного. И как расцветает, летит. Как только рассвело, она опять перестает лететь. Это да, когда озеро полностью откроется, когда прилетит хохлатая чернь, да, она летит даже днем. Не знаю, почему так. Или в целях маскировки, или что. Видать, днем она вся на реке, на Печоре. А ночью приходит сюда кормиться, прилетает. Ну как-то вот так и живем.
Немножко скучно, конечно, 101. С одной стороны, с другой стороны, я не один, я с вами. Кто-то, если со стороны смотрит, думает, у мужика крыша поехала. Сам с собой болтает, говорит. Здесь-то ладно, знаю, что никого нет в радиусе 30 километров. А когда на реке, на рыбалке, еще вечерком, да, напротив деревни, слышимость вообще идеальная. Почему я говорю, вот продольники поставишь, там, я вот тихо проверяю продольники, на берегу сидят мужики, спокойно между собой разговаривают, я отчетливо слышу, как будто они в 2 метрах от меня. Вот по этой причине я тоже говорю очень тихо, потому что слышимость там вообще идеально. Я не знаю, почему многие недолюбливают щуку. У нее даже в хвосте и в голове мелких костей нету. У нее есть несколько мелких костей там на спине. Эти, вилочкой так. И все. Мясо вкуснейшее. Говорят, сорная рыба. У нас печорская щука. Это хоть на озере, но все равно я считаю, что печорского бассейна рыба, вся рыба очень вкусная. Я думаю, те, которые живут на Печоре, подтвердят это. Так, ну что, еще по маленькой. Кушаем, ужинаем и на вечерку. За весновку, за хорошую погоду и за доброту. Будьте добрее, и все у вас получится. Самый раз. А с утра просолилась. Я боялся, что пересол будет, потому что бухнул вроде нормально. Получилось самое то. Ну, в общем, как-то вот так. Кушаем, идем в шалаши. Встречаемся, чуть не сказал утром, встречаемся там. А, у нас еще и надо успеть тряхануть сети, чтобы на ночь они были, если вдруг рыба попала. Днем надежды мало, обычно днем ничего не попадает. Но все равно тряхану, чтобы, дай бог, к утру быть с уловом. Так, ну вот, мы на озере. Сегодня мы пришли чуть позже и походу ни капельки не прогадали. Ни одна утка не поднялась. 18 минут 10. Скоро, где-то через полчаса, может быть через минут 20, пойдут первые утки. Но прежде чем сесть в шалаш, давайте-ка все-таки тряханем наши сеточки и поставим вот 3 чучела хохлата черненькие. Я принес сегодня. Так, все готово. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Так, ну вроде все. Поехали. Опа-на! Так, сегодня у нас ветра нету. Это хорошо. Так. Сети походу пустые. Но днем тут
Очень-очень редко, если уже хорошая погода и рыба гуляет, может попасть. А так очень редко. Единственное, то, что надо тряхануть, это да. Чтобы сеть была чище. Вот так вот возьмем. Натягиваем. Эти короткие, здесь длиннее, нафиг не нужно. Вот так, раз, 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 раз. Все, готово. Ловись, рыбка малая велика. Пойдем вторую глянем, которая нас сегодня обрадовала щучками и плотвичкой. Ну, как мы видим, она тоже вся на поверхности. Никого днем не проплывала. Или она видит, возможно. Ну, утром, может быть, что-то да будет. Так, ладно. Пустое снимать нечего. В общем, пойдем тряханем еще 2 сетки. Если есть рыба, покажем. Если нет, смотреть нечего. Пойдем в шалаш. Ну вот. Мы хотели сделать включение, когда будет что-то в сетке. Вот она. Вот она. Щучка. Попала возле самого берега. Это хорошо. Это очень хорошо. Сейчас мы ее отцепим. И будет возможность другим, тихо будь, попасть на ее место. Вот такая вот щучка. Где-то полкилошка, наверное, средних размеров запуталась. Нормально. Вкусняшки. Только что поели. Рыба к рыбе. Так, ладно. Так. Рано выключились. Слышу, еще кто-то дергает. Так, что у нас здесь? Еще одна щучка. О, это уже получше. Вот такая вот щука. Всю сетку запутала, закрутила. В общем, если бы мы сейчас вечером ее не проверили и не сняли, утром рыбы бы не было. Сейчас мы ее распутаем. Ну вот. Кто говорил, что днем рыба не ловится? Утром она была пустая, а в течение дня вот попало 2 щуки. Вон. Мы с Тамарой ходим с парой. 2 щучки было утром на одной сетке. Сейчас при вечерней проверке тоже на одной сетке, только уже другой. Тоже 2 щучки. Все, отцепляем. Десять минут 11-го. Пролетели первые 2 утки. Вечерка уже вообще не работает. На Печоре вообще-то стреляют. Сегодня туч нет. Светит луна, так что видимость будет. Видимость будет всю ночь. Тем более сибиряк дует, рябит. И если внимательно приглядеться, вот 3 чучела поставил. Хохлатую чернить. 2 самочки, 1 самец. Блин, пугают щуки в пакете. Лодку замаскировал под елками здесь. На вечерку большой надежды не было, в принципе. Вчера только за весь вечер 2 черка и садилось. Ну, через часик, думаю, утка должна полетать, как и вчера, около 12, и в течение часа потом на рассвете. Так что будем сидеть, будем ждать, будем
мерзнуть, потому что сегодня опять у нас холодно. Выходил было всего +1. Сейчас уже заметно холоднее. Возможно, даже будет минус. По прогнозу там до -2, что ли, было. Никак зима не хочет уходить от нас. Ладно. Подождем. Все дела сделаны, что запланировал. Так что взял с собой Чайковского, печенюшек овсяных с шоколадом. Не замерзнем. Ложиться, конечно, смысла нет. Что у нас тут осталось? Пару часов. Пришли поздно, так что замерзнуть не успеем. Все. Выключаемся и ждем. Так, без 10:11. Стемнело. Поговорил с ребятами. Серега, Саня, Ваня. На охоте там. На Печоре. Утка летит, говорит. Стреляем потихоньку. Что-то около 7-8 уток уже добыли на 3. Пока болтали, еще там 3 шлепнули. Ну и ко мне тоже с большим шумом подсели 2 утки. Походу хохлатая чернь, то ли они с таким шумом сели к чучелам, начали подплывать, короче, самца шлепнул. Так что начало уже есть. Я так думаю, хохлатая чернить. Чисто по звуку крыльев. Утром посмотрим. А так где-то 4 пролетало, 8 пролетало, 6. Чуть-чуть пролетало немножко. Чирков сегодня не видать. То ли связи, то ли что, то ли хохлатая чернить. Нет, скорее всего, связи были. Немножко полетало и все. Сейчас, я так думаю, через полчасика, через часик начнут летать, потому что уже конец темнело. Так, ну, съемку, наверное, пока прекращаем, потому что видимости, наверное, полный 0. Получается, как вещание радио. Звук есть, изображения нет. Так, сегодня термосок взял, печенюшки взял. Пойдем, наверное, на палатку Чайковского. О. Вот и чирочки. Что-то я не понял, сел, не сел. Вроде садился, а что-то не видно. Вижу пятнышко, только не знаю, утка, не шевелится нифига. Походу мне сегодня чай пить так и не дадут. Не видно. Может быть, начало озера туда сел, но там не видать нифига. Ладно, выключаемся, подождем.
Стайка связей садилась. Один подранок есть. Хорошенькая стайка садилась. Время 12. 5 минут первого. Кусты эти немного мешают, конечно, в лед стрелять. Да и ладно. Так что у нас вон еще одна уточка есть. Это не может не радовать. Можно было бы, конечно, подождать, чтобы соединились. Там двое-трое, хорошая стайка, но тут палка о двух концах. Бывает, они могут заметить, взлететь. Так пусть лучше один, но наверняка. Еще что-то летит. Пролетела. Нет, вот она, вот она. Крякую походу. Так, связь дошел, готовый. Так, две утки как минимум есть. Вот, что-то летит. Ждем дальше. Тридцать второй рулит. Сел чурочек к чучелам прямо. Вот три чучела. Сел прямо посередине. Остался. Инскадан. Вот, что-то начало уже получаться. Село два черка к чучелам. Пока разбирался, где чучела, где утка, улетели. Пролетела большая стая связей мимолетом. Ну так, нет-нет, да летает. В принципе, сегодня ночью не было такого, чтобы полная темень уже. Или из-за того, что луна светит, или что. В общем, если бы утка была, можно стрелять было всю ночь. Ну, утка так. В принципе, грех жаловаться.
Мазила. Широконоска садилась. Почему-то промазал. Поспешил. Блин, вроде видимости еще ноль. Ни хрена не видно. Не видать. Тихо, еще что-то летит. До этого садился чирок. В спешке даже камеру не стал включать. Выстрелил. Чирок взлетел слева. По своему чучелу шандарахнул. Там, наверное, решето, блин. Хорошо, что хоть не с 12-го, с 32-го, может, хоть дроби меньше. Надо будет взять маркер коричневый, до дырки закрасить. А то у меня чучела уже как решето. Ладно бы кто-то, а то сам стреляю. Ладно. Блин. Самец широконоский вот садился. Вроде четко взял. Как промазал, хрен его знает. Ну, один остался, и то хорошо. Во-во-во, здоровая стая. Срисовали. А эти вон какие тоже в большой стае сели. Как плюс стрелять с этим коллиматором? Без понятия. Еще и патрон застревает. Хоть один остался, и то хорошо. Что-то МЦ чизатка тоже капризничает. Что там, без 5 час. У нас еще чирок вроде бы. +1. Я что-то уже сбился со счету. 1, 2, 3, 4, 5-то, наверное, точно уже есть. Должно быть, по крайней мере. Ладно, утром собирать будем, видно будет. Сел. Янцкадан остался. 32-й рулит. Опа. Блин, гильзу ранил. Шевелится еще. Ладно. Должен дойти. Нет, так поближе подъедет. Доберем.
Все, Н-1 еще плюс чирок. Ждем дальше. Связи. Мазила. Ни хрена с коллиматора не умею стрелять. Так, надо добрать. Ну все. В нашем полку прибыло Н-1. А в лед ни хрена не получается. Лучше добил. Что-то он хорошо выглядит. Вот так оно надежнее. Крутился, крутился. Потом смотрю, поплыл. Сколько раз жалеешь патрон, проходит минута, 2-3, вроде и хрипит уже. Он опять до сих пор вот выстрелил по голове. Вон, самец Вельзи. Сколько тут? С 15 метров, наверное. Он попал по голове четко и до сих пор шевелится. А так бывает, сразу не доберешь. И потом они улетают под ранками. Подохнут потом где-то. Так что бывает, пожалеешь патрон, потратишь 3. Ну, я сегодня от души пострелял. Особенно с 32-го. Нормальное ружье, что имеет место быть для добора подранков, для добычи чирков, которые садятся вот ночью недалеко, для добычи рябчиков. Легонькая, как игрушка. Красота. Так, ну что, подождем еще немножко. Ну, сегодня хоть постреляли от души. 1:30. Часа полтора-то еще подожду, наверное. Может, что еще прилетит.